Здравствуйте, дорогие уважаемые любители футбола. Ну что ж, у нас финал. Крылья Спорт ТВ представляет матч международного турнира по футболу памяти Вячеслава Амина. Возрастная категория 2011 года. Встречаются команды Кайрат 12 АК и Абдышата. И это главный матч этой возрастной категории турнира. Это финальный матч. Матч за золото. В зеленом играет команда Абдышата, а в белой форме играет Кайрат. Ну что ж, сразу же белые рвутся вперед. Абдышата отбивается вот в первой атаке. Аут в пользу Абдышаты. Но я напомню нашим дорогим зрителям о том, что турнир проходит в городе Кант на футбольных полях МИС и Спорт Сити. Данный текущий матч стадион МИС попадает в голову мяч. Но ничего страшного. Это ведь футбол. Играть надо. На первых минутах команды приспосабливаются друг к другу, да, пытаются нащупать уязвимые зоны и затем, чтобы уже полноценно находить эти слабости и через них стараться реализовать свои атаки, воплотить их в забитые голы. На трибунах много зрителей сегодня шумят, наверное, так, что вам слышно очень хорошо, даже тут есть барабаны. Вот и команда Кайрат вновь бежит вперед. Нет положения игры, можно бить поворотом, удар. Спасаются абдышатинцы не без помощи защитника. Ответная атака канской команды. Нет, удар не выходит. Попадает, видимо, еще и по ноге игроку Кайрата, футболист зеленых. Ну, главное, чтобы без травм. Но антураж матча великолепный. На трибунах болельщики, ну, просто не замолкают. Наверное, вам это слышно прекрасно, дорогие друзья. 0-0 счет, 0-0. И оказывается помощь одному из игроков Кайрата. Все силы ребятам отдают на поле этой борьбе, игре. Прихрамова все-таки покидает поле футболист под вторым номером. Надо его заменить. Да, игра продолжается. Передача вперед по центру. Затем нужен подбор хороший. Но Абдышата, 75 номер. В разрез пас! Голкипер своевременно выходит из ворот. Передача вперед сразу же в атакующую зону. Надо устоять на ногах. Где мяч? Сутолока. Бей по своим, чтобы чужие боялись. Аут. Абдышата справа вводит мяч в игру. И можно убежать по краю 67 номеру. Один, затем второй соперник пытается мяч выбить. Наконец сделать это удалось. Аут. Чуть дальше продвинулся Абдышата. 36 номер. И подача нужна хорошая. Есть подача, головой удар, голкипер! Штанга! Вы только посмотрите, какие страсти кипят у нас на поле. Прекрасный момент. Игровой был сейчас у Абдышаты.
И белые теперь идут вперед. Но нет. 40-й номер Абдешаты мяч отбил подальше. В аут. От кого будет? Аут? От белых, да. Но долго-долго решал там игрок Абдешаты, что делать с мячом. Да, успели там запрессинговать соперники центрального защитника Абдешаты. И мяч сейчас аута справа. Вводят в игру белые. Можно пробить, наверное. Вот удар есть. Рядом со штангой проходит мяч. Вот, и уже Кайрат показал зубы, что называется. Только что был голевой момент у других ворот. И Кайрат тоже решил не оставаться в долгу. Нет, там мяч не дойдет до абдешатинцев. Голкипер выходит и выбивает мяч. Вперед. Не рискует 43-й номер. Отбивает мяч в сторону. Аут будет. Какая скидка, не очень приятная, можно пробить здесь, удар, гол, Кайрат открывает счет в матче, 1-0, 10-й номер, 10-й номер делает счет, 1-0. Воспользовались они этой ситуацией. Ну и как рады болельщики на трибунах. Можно играть. Но по такой игре забитый гол — это очень такое большое преимущество таких напряженных матчей. На таких напряженных матчах нередко бывает такое, что исход решает один забитый мяч. Но, судя по моментам, голевым моментам, да, уже 2 момента было у Кайрата и 1 момент был у Абдешаты. Прошло не так много времени, вполне возможно, что будет их достаточно много в нашем матче. Возможно, будет даже не один забитый мяч, но все же 1-0, и Кайрат на шаг ближе к победе в финале этого турнира в этой возрастной категории. Повторюсь, а турнир проходит в 3 возрастных категориях: 11, 12, 13 годов рождения. Еще одна атака Кайрата под левую ногу, подработал себе, ударил, попал соперника. Мяч вверху, надо его выигрывать. Заброс. Отворот будет. Нет, успевает к мячу белый. Обыграл красиво, пробросил между ног. Второго пытался обыграть, но не тут-то было. Есть там подстраховочка. Еще момент, удар! Рядом со штангой проходит. Не совсем удачно, да, пробил по воротам, но однако было достаточно опасно. Создают себе моменты кайратовцы, но не без ошибок игроков обороны Абдешаты. Не так, что они безупречны, хотя пытаются порой играть прямолинейно, спокойно, да, выбивая мяч где-то в аут. Но тем не менее, бывает, что и агрессивно в отборе, играя Кайрат, забирает мячи, создает все моменты, вот, создает напряжение у чужих ворот. Ну а составы команд у нас следующие. Абдешата, 43 номер Батархан Кубанбеков, 32 номер Тимофей Брижатый, 54-й Бакай Турсунбеков, 33-й Алишер Турабеков, 63-й Ратмир Таласбаев, 44-й номер Умар Султанов, 41-й номер Матненко Владимир, 40-й номер Давид Елфимов, 59-й Санджар Калиндеров, 75-й Ратмир Казакбаев, 54-й Алиджон Саибов, 29-й номер Данил Тарасенюк,
35 номер Билал Эмильбеков, 24 номер Надир Абдрахманов, 43 Нуртелек Абдимаджитов, 36 номер Мансур Максатбеков, 67 Умар Темирбеков, 76 Эмиль Мергенов, номер 1 Дмитрий Матненко, 58 номер Нурель Медетбеков. И что это будет? Штрафной удар. Ну, давайте понаблюдаем, да, за этим. 10 номер Хайрата Бауржан Булатов устанавливает мяч. Судья показывает ему только по свистку. Отодвигает стенку на положенное расстояние. Момент хороший для Хайрата. Можно удвоить счет в матче. Свисток звучит. Что будет? Удар? Нет, навес! Абдешата отбивается. Самое время, наверное, другого не представится, дорогие друзья, сказать вам о составе команды наших гостей из Алматы. Команда Хайрат 12АК. 15 номер Александр Кулибаба. 5 номер Ибадалла Нуркен. 4 номер Турсынхан Аблайхан. Номер 8 Ансар Асан. Номер 2 Эльяр Саирбаев. Номер 18 Мурат Нурасыл. Номер 13 Нуржан Бидашев. Номер 10 Бауржан Булатов. Номер 6 Абдурахим Онгарбек. Номер 17 Самсон Нохрин. Номер 7 Юсуф Абдурахманов. Номер 3 Аблай Турсын. Номер 12 Алан Байгабатов. 14 номер Иртуган Жумакан. Номер 9 Жаслан Дауэлбаев. Номер 1 Артур Аникеев. 11 номер у Ильфата Елакаева. Номер 19 Арсен Нурсеитов. Ну что ж, с игроками, участвующим в этом матче, мы с вами ознакомились. С вами комментатор Азамат Аслбашев. И смотрим мы за развитием атаки Канской Абдешаты. Что там, нарушение? Да, так и есть. И требуется помощь врача или нет. Судья должен сначала посмотреть сам, спросить игрока, все ли с ним в порядке. Если требуется, позвать врача. Но вот точка, указывает он на нее. Отсюда будет разыгран штрафной в исполнении канской команды. По свистку, говорит судья, отодвигает стенку. Ну что ж, забьет Кант. Будет 1-1, не забьет, счет останется прежним 1-0. Двигаться нельзя, говорит судья. Занимает он позицию, дает свисток. И пробегает первый. Удар! Мимо. Хитрая задумка, однако она не привела к успеху. Счет по-прежнему остается прежним. 1-0 впереди Хайрат 12АК. Давид Елфимов выбрасывает аут. А теперь алматинцы. Отчаянно борются игроки обеих команд. Но вот атака зеленых. Чем завершится? Угловой. Да, надо гол, кричат трибуны. Подача. Удар, еще один удар, гол! Абдешата сравнивает счет в матче. 1-1. 1-1. Ну и кто же автор? 43 номер. 43 номер Курбанбеков Батырхан. Еще одна атака Абдешаты. Да, пока соперник немножко обескуражен, можно воспользоваться этим обстоятельством. Но счет достойный финала. 1-1, равная борьба. Еще одна атака! Пролетает мимо ворот мяч. Но вот самое время немножко перевести дух в команде Хайрат. Немножко перезагрузиться прямо на поле. Да, психологически в первую очередь. Отойти от пропущенного гола. Ой, как рискованно играет сейчас, а? Последний защитник
Неточная передача, перехват. Удар сильным не получился. И вратарь там ошибается. Удар. Не сильный удар. Не сильный. Кайрат по правому флангу пытался противоатаку, но упустил мяч. За боковую линию будет аут. Да, только Кант, только победа, кричат болельщики Абдушаты. И передача вперед. А здесь надо Кайрат побороться. Нуркен и Бадулла будет скидывать мяч с аута. Отбились кантовчане. Да, зацепились за мяч. Впереди можно провести атаку. Между двумя пройти не удалось. И по левому флангу Кайрат атакует. Центр передача. Кэп дальше направо. Разворот. Обыгран еще один. Ударить не дают вот здесь, может быть, нет. Последний момент. Защитник Абдушаты мяч выбивает. Да? Показалось, что угловой. Нет. Все-таки ушел от Кайрата мяч. По левому флангу. Кант атакует. Смещение в центр передача. Точно. И белые идут. И в разрез передачи можно отдать. Да, на набегающего партнера. Сзади мяч попал в ногу. И был потерян. Однако вновь забрали мяч. Да, взаимные потери, но... Вратарь, вратарь. Где вратарь? Вот он. Не уверенно, когда вратарь выбивает мяч. Абдушата должна этим воспользоваться. Тренер должен подсказать, наверное, о прессинге вратаря. Немножко неуверенно он играет. Да, и здесь направо передача. Да, не смог обыграть соперника на своем краю Умар Темирбеков. Но, однако, поборолся до конца и будет аут. От кого? От Абдушаты. Хорошая передача! Нет, там не дал 40-й номер. Воспользовался преимуществом в росте, да? Физики. А момент был хороший у Кайрата. Красиво. Но мяч забрали. Ох, передачка не прошла, однако. И пробить, наверное, с этого расстояния можно. Вот с этого точно можно пробить. Ах, удар-то не вышел. Хорошим. Тут же голкипер посылает мяч вперед. Траектория низкого мяча. И здесь надо постараться. В сторону отбивает защитник мяч. Будет подача. Но мяч ушел. Мяч ушел. Можно играть.
завозился с мячом. Получи атаку на свои ворота. Хороший проход. И пас нужен теперь. Сам может убежать по краю. Игра головой. Да, придерживали за майку 43-го номера. Сам же он и реализует штрафной. Неплохо. На второго обыграть не получилось, да? Удар! Да, не получился он. Мяч срезался с ноги. Счет по-прежнему ничейный 1-1. До конца первого тайма не так много времени голкипер мяч должен забрать здесь, да. Опасная игра там, да. Подача в штрафную головой. Такой мощный, фактурный защитник у Абдышаты. Тяжело у него выиграть силовую борьбу и верховую. Красиво. Да, и зрячего играет 43-й номер Курбанбеков Батырхан, автор забитого гола, да, кстати. Зрячий он играет, чувствует мяч, даже подкрученный, да, по какой траектории он опустится, куда пойдет. Отдал его вратарю, не стал мешать, да, и одновременно смотрел за нападающим, да, за своим, чтобы не дать ему выбежать из-за спины. Ну, вот здесь что будет? Мяч попал в руки голкиперу. Угловой. И 10-й номер Кайрата пошел на угловой Бауржан Булатов. Подача! И мяч проходит сквозь всех игроков штрафной площади. Аут будет. Не двигайся, но на ногах, Рад. На ногах. Него, Рад, него! Рад, него! Рад, опасный! И сразу же вперед! Есть возможность здесь что-то придумать в атаке. Нет, слишком уже угол был острым, сместился игрок, но по мячу он там пытался таким образом обработать его, да, для удара. Ну и произошло вот смещение в сторону, бить уже было неудобно.
Да, и звучит свисток. Первый тайм позади. Счет 1-1 в этом финальном матче турнира. Буквально 5 минут, дорогие друзья, и мы продолжим. Во втором тайме будет еще интереснее. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем транслировать для вас матч финальный турнира памяти Вячеслава Амина. Встречаются команды Кайрат и Абдышата. Возрастная категория 2011 года рождения. После первой половины матча счет 1-1. Обменялись команды голами в первом тайме. Ну и нельзя сказать, что кто-то из ребят, кто-то из команд доминировал, да, имел преимущество. Обе команды, на мой взгляд, играют примерно одинаково. Пытаются преуспеть и в атаке, и в обороне. Было нарушение со стороны Абдышаты. Мало времени, да, на обработку мяча, принятие решения, что делать с ним дальше. Ну вот в таких играх ребята и учатся это делать. Вот, заметен центральный защитник, потому что говорили мы об этом с вами, дорогие друзья, в первом тайме. Он же является и автором забитого гола в своей команде. Да, Курбанбеков Батырхан, 43 номер. Заметно он играет на поле. Не только вот по физическим параметрам, да, он такого мощного телосложения, мало в какой борьбе он уступает. Но вот разве что на скорость, да, его не обойти. Что попытались сделать сейчас Эрги Хайрат. Хорошая передача налево, по флангу можно подраться вперед. Обыгрывает. Нужна передача. Нет, промахивается поворотом 35-й номер Эмильбеков Билал. Да, и, наверное, соглашусь с тренером, который высказывает сейчас игроку, лучше бы сделал передачу. Там угол-то был острый, но с другой стороны-то вратарь тоже об этом знал, да, вратарь команды соперников. Ждал он, наверное, передачи, можно было и с острого угла попасть. Там бы только нужна была точность. Кайрат в атаке. Играй с центральным защитником. С центральным играй. Черный, сейчас туда иди. Ой, как хорошо удар, гол! Кайрат, молодцы, молодцы. Хорошая атака получилась, хорошая. Хорошее исполнительское мастерство продемонстрировал футболист Кайрата. Еще 2-1. Вновь Кайрат выходит вперед в матче. Не в первый раз, как говорится. Неплохо. Удар. Голкипер. Нарушение. Да? Нарушение фиксирует судья.
впереди! Артур, блядь! Играй по мячу! Свисток звучит, подача. Головой! Мимо. Мяч проходит рядом с дальней штангой. Передача назад на голкипера. От него передача в разрез. Но можно играть. Да, этот удар, конечно, неточный. Сильно неточный. Можно играть, да? Нарушение фиксирует судья со стороны Кайрата. Эй, Рамос, внимательно, Артур, забивание! Свисток. Удар! Нет. Высоковато прошел мяч после удара 24 номера Надира Абдрахманова. Мы лучше, мы компактные! Игра рукой. Что будет, желтая? Да, скорее всего, желтая будет здесь показано. Да, 8-му номеру Кайрата Ансару Асану. Еще одна возможность. Абдушаты. Ну, прямой удар, наверное, вряд ли будет. Может быть, скорее всего, будет подача. Да нет, поворотом бил. Поворотом бил игрок Абдушаты. Рамос, блядь, внимательно здесь! Китай фланги, блядь, Артур! Есть свой Серхио Рамос, по всей видимости, у Кайрата. Вот, 4-й номер. Будем знать. Сюда, правая нога! Отойди, Рама! Иди туда! Иди туда! Играть можно дальше. Нагнетается немножко страсти, эмоции. Это неудивительно. Чем ближе окончание матча, тем эмоции, мне кажется, будут переполнять и футболистов, и тренеров, и зрителей. Счет 2-1 по-прежнему. Кайрат впереди. Еще на шаг ближе стал к этой победе. Но если Абдушата не забьет, то так оно и случится. Разыграли. И передача вперед. И подбор там неплохо. И пустые ворота. Нет, отбиваются. Еще удар. Мимо ворот. Но ведь хороший момент, да, был у Абдушаты? Хороший. Все сделал правильно. 76-й номер Абдушаты. Обыграл Эмиль Миргенов соперника. И ударил в ворота. Подача.
Мимо. От ворот Кайрат будет вводить мяч в игру. И можно убежать вновь Эмилию. Поднимает на голову, ищет партнеров. Кому сделать передачу? Нет, решил там пробить удар. Ух, рядом с девяткой. Рядом с девяткой проходит мяч. Непростое решение в техническом плане. Да, принял игрок Абдышаты, но вышло просто красиво. Единственное, что не попал по воротам. Скидка головой. Ну вот, передача! А пробить не получается. Еще. Да. Ну, вроде неплохо, да, Абдышатай играет, но, на мой взгляд, чуть-чуть команда отходит от своего стиля, да. Ведь прекрасно получается у нее атаки с применением вот коротких, средних пасов. Ну, долго держит мяч игрок Абдышаты. И в сторону. Догоняет? Нет, все-таки аут. Все-таки аут. Абдышата торопится. Но вполне возможно, что это из-за этой торопливости, да, сбивается со своего стиля команда. Ну неплохо ведь сейчас, удар! Рядом со штангой проходит мяч. Все сделали хорошо. Вот в своем стиле сейчас играл Абдышата. Короткий пас. Вывод партнера на ударную позицию. Здесь сразу игрока. Абдышата давит, поддавливает соперника. Развернуться, найти нужно партнера теперь. И передача вперед. Нет, там не даст. Батырхан не даст, конечно, сопернику обойти себя. Выбрал он грамотно позицию, да, не дал сопернику обижать себя ни с той, ни с этой стороны. Аут. Догнать? Нет, не успевает. Немножко не успевает 35-й номер Билал Эмельбеков к этому мячу. Но в первом тайме счет сравняла команда Абдышата. Во втором пока это сделать не удается. И Кайрат все ближе к своей победе. А вот здесь успел убежать игрок Кайрата от защитника. Правда, это был не Батырхан, а 40-й номер
Давид Елфимов. И требуется помощь сейчас девяточки Кайрата Жаслану Даулбаеву. Да, и нужен доктор. Нужен доктор. Ну а Хайрат в этом матче выигрывает со счетом 2-1. Трибуны не смолкают ни на секунду. Поддерживают свои команды, что болельщики Абдешаты, что болельщики Хайрата. Ну вот, все в порядке. Можно продолжать игру. Немножко завозился с мячом, да, 36-й номер Абдешаты Мансур Максатбеков. Но все, видимо, от желания найти лучшую возможность для передачи вперед. Аут слева. Кайрат будет вводить мяч в игру. Подача. Где вратарь? О, вратарь как вышел, да? И не смог скоординироваться по мячу. А Абдешата торопится. Скидка головой. И будет аут в пользу зеленых. Будет заброс в штрафную площадь. Нет? Назад. Еще один раз надо будет скинуть. Аут. Угловой. Вот теперь можно доставить мяч уже точнее, ближе к воротам. Подача. Скидка! Мяч в руках у голкипера. Играть можно. Ох, неудачное падение. Нужно останавливать игру, да. Он уже падая еще столкнулся с соперником. Нет, все в порядке, он поднялся. Первичный шок прошел от удара. И игра продолжается. А вот здесь что? Пробить! Ух, какой опасный удар. Забил бы сейчас Хайрат, все понятно бы стало, наверное, в этом матче. Но в атаке вот Абдешата. Ну, 76-й номер.
Мяч в руках у вратаря Кайрата и вперед. Скидка головой. Да, не может сейчас команда Абдышлата мяч забрать. Вот только сейчас мяч уходит за пределы поля и Абдышлата мяч вводит в игру. И здесь надо побороться. Подбор за белыми. Передача в центр. Падает там игрок. В чью пользу? Да, в пользу алматинцев. Будет сейчас штрафной. Совсем недалеко до ворот канской команды. Ну да, и конечно, Кайрат сейчас пока не будет торопиться. Есть время. Можно немножко выиграть его. Да, хотя бы там несколько секунд, 15-20 секунд. И затем можно уже и там стенку подвинуть, там подождать, пока судья стенку отодвинет. Вот, ну, небольшие футбольные хитрости. Звучит свисток, удар, рикошет и угловой. Угловой. Палка, подачу! Но зря, мне кажется, сделал это вратарь. Время ведь нужно им. Подача. Удар и гол. Еще один гол забивает Кайрат. 3-1. 3-1 Кайрат забивает. Но радости просто нет предела ребятам этой команды. Можно играть. Ну и расстроились ребята Абдышлаты. Но однако игра продолжается, есть еще время и есть шансы. Не думаю, что много времени осталось. Как хорошо обошел, а он соперника, игрок Кайрата, Батырхана. Отхитрил его. И Кант идет в свою атаку. Да, там нужна помощь игроку Кайрата. Желтая карточка. Кому? 43-му номеру показали? Курбанбекову. Ну, видимо, так оно и есть. За пределами поля нужно оказать теперь помощь. А игра продолжается.
Удар. Мимо. Что там будет, отворот? Нет. Там было касание, видимо, да, и угловой. Угловой. Кайрат подает. Ну и надо Канту выбивать уже мяч вперед. А там никого нету. 3-1. Кайрат ведет в счете, успокоились трибуны. Удивительно. И Абдушата не поддержит своих, и Хайрат, видимо, уже выдохся. Нет. Вот сейчас опять заводятся потихоньку трибуны. Понятное дело, скоро празднование победы. Передача вперед не проходит. Подача в сторону ворот Абдушаты. Да, и звучит финальный свисток, дорогие друзья. Хайрат становится чемпионом в этой возрастной категории 2011 года рождения. Хайрат на первом месте, Абдушата на втором месте. Ну вот сколько радости у ребят. Ну, наверное, только ради этого и стоит, да, заниматься организацией подобных турниров. Сейчас будет награждение, дорогие друзья. А я с вами прощаюсь. С вами был Азамат Аслубашев. До новых встреч.